Сейчас мы находимся на полях крестьянского хозяйства Григория М. И просто хотел бы для наших зрителей, я журналист Олег Желнин, телеканал Округ ТВ, показать, что действительно на якутской земле, это поселок Жатай, да, у нас? Да, поселок Жатай. Земли поселка Жатай, что здесь выращивают. Чтобы вы понимали, что действительно ярмарка сельскохозяйства Григория М. это продукт прямо с поля. Гриша, можете нам объяснить, что, где мы находимся и что здесь выращивают? Ну вот мы сейчас находимся на боксе, ну видите, у нас все. И перец, и это все на этих огородах. Видите, арбузы какие у нас. Это вот от тех арбузов, которые мы на ярмарке видели? Да, на ярмарке. Вот целый ревен, который дозревающий, и продаем. А можно вот нам показать прямо в натуре один сорвать? Это так оно и есть или нет? Или его рубить надо? Не, сорвать можно, да, видите. Ага, а видите, она не дозрелая, хвост она толстый. Ага. А если хвост она тонкая, то дозрелый. А вот это уже более-менее уже. Ну сейчас пройдем. И здесь какой полив используется? Вот здесь у нас мы капельный полив используем, капельную систему. И что, вода прямо из реки Лена, да? А? Да, из протока Лена, да, из реки Лена, можно сказать. Ага. И она пригодна вот для такого полива? Да, да. Ну, а на самом деле с реки Лена все поливаем, проток. Вот капельный полив, если вот видите. Вот это тоже арбузы, нет? Не знаю. Где? Вот идет. Да, она капельная система, вот она идет. Вот она как бы расстилается, поэтому. И рядом перец, это как бы одновременно, это можно, да? Да, это же перец, это сладкий перец, который продаем на рынке. Видите, какой у нас. А как так люди, вот это грунтовый перец, да? И вот так прямо вот, смотрите, капельный полив, мало того, что просто капельный, опять пленка. Да, эта пленка влагу содерживает, во-первых. Во-первых, влагу задерживает, во-вторых, как бы сорняки не растут. Понятно. Ага, это лишнюю прополку не надо делать. И со скольки до скольки здесь люди работают? С 8 утра и до 6 вечера. Но иногда приходится с 4 утра, когда собираем урожай, чтобы вовремя на рынок собрать. А вот там вдалеке это огурцы или... Ну, да, я там так... далеко огурцы. Огурцы, да, это на грунте, который да, не в теплице. На грунте выращиваем здесь. Я просто... Здесь нету теплиц, здесь только на грунте все выращиваем. Это селекционная работа вашего хозяйства, потому что на грунте не каждый же сорт может расти, да, принося такие плоды. Да, это наш эксперимент, который мы ввели новые технологии, которые здесь люди не знали и ввели. Это технология Израиля мы часть взяли, а часть Голландии взяли, так что все совместно. То есть пора вам книгу писать, докторскую защищать, нет? Как вы думаете? Ну, докторскую не знаю, но это все для людей, чтобы люди видели и сажали, и понимали, что у нас в Якутии все растет. Все растет. Вот еще раз покажем перцы. И можно с вами пройтись вот на ту часть поля, где у нас растут другие, да? Да, вот смотрите перец как вырастет. Видите, на том боку сколько штук завязи. Ага. А вот как за ним ухаживать, чтобы он так вырастал? Просто что нужно следить как-то? Что для этого нужно? Просто знать, что делать, да? Да, надо знать, что делать. И вовремя все вовремя сделать. Видите, уже это ботва не держит. Столько перца, видите. Вот рядом у нас и кукуруза растет, и тыква растет. Давайте покажем, как у нас, вот еще раз показываю, вот это арбузы М, вот прямо на поле. А теперь посмотрим, как тыква растет на якутской земле. Северный край, перепад температур почти 100 градусов, от минус 50 до плюс 50. Тоже на грунте все растет, видите какой. А секрет тут, как можно так тыкву вырастить? Есть какой-то секрет в этом? Да, секрета никакого нет, просто трудиться и работать.
вовремя все делать. Вовремя это что означает? Вовремя посадить, вовремя Может, для этого рассаду, надо да, знать, наверное, надо? Да, рассаду приготовить. Все. Вот видите, сколько тыкв в одну пустить. В одной столько... Тыкву, да. Ага, раз, два, три, четыре, пять, 6 тыкв в одном кусте в раз. И вот смотрите сколько. И там перец опять. Ну, видимо, вы сейчас вынуждены работать под население, которое потребляет ту же дыню, ту же перец, да, и в таком объеме брать. Да. Это мы городу Якутска полностью обеспечиваем. Ну, это же, наверное, ваш опыт. Вы же сколько уже здесь в Якутии? Я Якутию 25 лет. А вот... юбилейный год для меня. И Ага. юбилейный возраст у меня 70 лет. И вот можно гордиться. Вот рядом смотрю, да, Вот у нас кукуруза. кукуруза. Ага, початки. А она через 2-3 дня дойдет. Ну, через 2-3 дня, может, дойдет уже полностью. Видите? Ага. Угу. Но это уже неделю нужно, чтобы дошел полностью. Это вот то, что мы видели на рынке, это как Да, там на называлось, рынке. забыл уже. Бандюэль. Бандюэль, еще клипы такие интересные делают. И вот она ростом выше вас. А за ней сложно работать. Я смотрю, здесь тоже Да, капельный полив, да? да, капельно полили технологии. Из Израиля привезли, из Голландии все это. Вот эти все овощи, фрукты надо подкармливать чем-то. Вы же как-то их-то делаете, не? Ну, чуть подкармливаем. Местными удобрениями, Да, да? местными, ну, российскими удобрениями, азотовска. Ну, как бы сказать, разнарядка удобрения очень маленькая у нас, поэтому и очень дорогая. Завоз дорогой. И как вы выходите из положения, если что? Как из положения выходим, как? Стараемся перегноем чуть-чуть дать. И этот. А наше национальное достояние, якутский навоз, используете? Я раньше в птицефабрике был, вот там, Ага. перегной. Ага, я почти все оттуда вытащил. Ага. А теперь уже нет перегноя. И негде брать. А вот коровий перегной, он не подходит, да? Не, почему подходит перегной? Коровы приходят. Здесь и недалеко у нас свиноферма есть, Сибирь. А, Мы есть. оттуда тоже берем. Но, как бы говорят, свиной перегной, она, как бы сказать, не такая эффектная, но все равно не имеем других. Оттуда мы тоже забираем. А как вот с рабочими на сегодня? Сложно, да? Рабочим очень тяжело. Да? Ага. Вся препятствия дают. Препятствия какие-то есть, да? Да, очень препятствия большие, честно говоря. Ну, мы используем рабочих, честно говоря, не буду врать, миграционную службу. Ага, мигрантов в основном. А почему мигрантов? Что местная трудовая сила? Что, чем Местная отличает? трудовая сила, как бы сказать, они не привыкли работать на полях. А здесь на полях работать, это, знаете, честно говоря, они не смогут. Они, во-первых, жары не выдерживают, во-вторых, и работа, как бы сказать, не для них таких. Она монотонная, да? Да, монотонная, короче, все время надо прополку, короче, тяжелую, особенно делаем. А вообще вот сложно в полях, я имею в виду вредители, вот насекомые, болезни, они присутствуют. Да, есть немного, особенно в этом году она очень большая. Ага, потому что погода жаркая в этом году, температура высокая, поэтому при высокой температуре там паразиты, черви, все это развивается быстрее. А вот наша перепад температур, там много дождей, засушливость, она большую роль играет в урожае сейчас? Ну, в принципе, как бы сказать, мы на дождя не надеемся, так что у нас вся поливная, поэтому мы от Бога, от неба не ждем такого, чтобы дождь пошел. Это для нас лучше бы больше солнца и больше жаркой погоды. И чтобы урагана не было, да? Да, Ветры. и урагана, и ветров не было. Видите, у нас огурцы растут на грунту.
Ну, а это какой сорт, если мы ближе подойдем? Не удивляйтесь, зрители, что это коробки и так далее. Это под урожай уже, чтобы проще собирать было, да? Ну, конечно, это как готовим уже. Ну. И потом увозят сразу на рынок. Да, вывозим на рынок. То есть Григорий вынужденно создал, получается, этот, да? Прямо с полей и на ярмарку, да? Вот у нас огурцы, конечно, огурцы. В этом году очень жарко было. И они что? Да, вот они растут. Ну, здесь собрали. Поэтому... Ну, они все уже на ярмарке, да? Да, на ярмарке. Ага. Через 2 дня опять такие же урожаи будут. Да. Это корнишоны. Корнишоны, и у них урожайность, сколько можно вот за летний сезон снять урожай? 2-3 или больше? Не, урожай через день собираем. Через день-то? Да. Урожай через день собираем. А потом вы как, так скажем, народный сельскохозяйственник, потом меняете, да, здесь уже культура вот была огурец. Да, мы чередуем. Чередуем, да? Да, здесь был сегодня, как вам сказать, огурцы. На следующий год будем сажать здесь другую культуру, наверное. Баклажаны будем сажать. То есть это с чем связано? Как с чем связано? Ну, как бы... По-разному питается культура, да? Да, по-разному питается культура, это, во-первых, микроэлементы по-разному. Поэтому, если, например, если мы огурцы посадим, на следующий год можно картошку посадить. Картошка корнеплотная же, а это наружу вершки, и корешки, и вершки. Ну, а земля отдыхает или как? У меня, как бы сказать, земли не очень много, поэтому я отдыхать и не даю. А надо? Надо. Как бы Израиле как 7 лет сажает, 1 год отдыхать дают. У нас бы тоже так неплохо было. Ну, для этого нужна дополнительная земля просто, да? Перейти на другой участок, да? Земля должна. Вот еще раз показываю, вот смотрите, как люди делают. И рабочий день, как мне объяснили, здесь начинается на самом деле с 6 утра. Просто рабочие наемные работают с 8, да? Да. И хотелось бы узнать, какой бы вы совет дали, кто хотел бы заняться, как бы сказать, в нынешних современных условиях, когда хочется все-таки семью кормить с огорода. Да, я просто советую, не надо бояться, надо все экспериментировать и пытаться, все получится. Так что главное руку прикладывать и землю любить. Спасибо. Вон там арбузы тоже, пойдем посмотрим. Еще арбузы, да. Это я что-то не заметил. Я-то подумал, что здесь это, как бы земля отдыхает или еще что-то. А оказывается, здесь арбузы, да? Вот видите как. Ну. Вот арбузы большие. Вот опять стучите. Откуда вы знаете, что он зрелый или не зрелый? А это зрелый. Это зрелый, это да? не зрелый, чуть-чуть не дошел. И просто утром пришел на поле, поработал, сорвал арбузик, поел, да? А где Сергей не пришел? Ну. И хотелось бы еще спросить, да, вот за 25 лет опыта вот, на якутской земле, да, работы, неужели вот так взять участок и просто можно взять и посадить? Или надо ее все-таки готовить, эту землю? Нет, любую землю надо готовить. А основной, какой принцип основной при подготовке земли? Это промывка ее или как? Да нет, промывки не надо, просто надо места знать. Видите, вон ложбина. Ага. А там ничего не растет, там засоленная земля. Ага. Там вода скапливается, соль поднимается. Если на высоких местах посадить и вовремя полить, все, она получится. Ну ее надо спахать, да? Ну. Приготовить, да? Ну. А надо анализ земли делать? Как Не вы? обязательно надо делать анализ. А у нас где анализы делают? Или вы сами Не, в городе делают. делают, В да? городе, да, есть там специальная станция, которая анализ земли берут, все. Какие микроэлементы там не хватает, там хватает, переборщается, короче. А потом прийти к Григорию М. и по анализу Григорий М. скажет, какую культуру сажать. Я правильно понял? Ко мне не обязательно прийти, там все объяснят, какую культуру можно сажать.
Да, ну, а если нет, то пускай приходят, объясню. И я знаю, что многие у вас рассаду берут того или иного культурного этого, да? Да. Это уже как бы, так скажем, от Неринги до Алюкмы, да, растут? Не только далеко, но А. дальше даже в пределах. Ага. У нас даже рассаду отсюда специально берут, я не знаю, почему, приводят на большую землю. На большую землю? Да. А зачем? Люди, не знаю, что-то. Им нравится, говорят, наша рассада. А, может она неприхотливая и от болезни более устойчива или как? Ну, рассаду тоже готовить надо уметь. Рассаду готовим, мы закаляем их. Просто кто частный, кто занимается рассадой, они же ее не закаливают. А у нас как? Раз выращиваем, мы даем закалку. А закалку минимум 4-5 дней на улице держим. И они адаптируются. Ну, достаточно такой сложный, да, процесс? Ну, Или нет? ну, не сложно, конечно, но работа там больше. Ну, главная дисциплина, нет? Вовремя убрать, вовремя полить, вовремя накормить, да? Да, вовремя полить, вовремя накормить, все это. Вот здесь у нас дыни растут, видите? Не вижу. Показывайте дыни. Вот дыни. Это вот эти желтые, которые мы да, там на видели? рынке, они еще не дозрели, зеленые. Зеленые, Да, то есть она через неделю уже будет желтые. желтые. Ну так идешь и думаешь, а здесь оказывается вот. Здесь Вот пока. мелкие, ага. Вот мелкие. большие. Вот она же тоже дойдет уже, скоро желтеет. Это все капельный полив, да? Да, это все капельный полив. А это правда, что первый капельный полив вы привезли или неправда? Нет, это правда. Правда, да? Да, это правда. Это уже, вам сказать, мы где-то 20 лет тому назад эту капельную систему привезли. Я не говорили так, да? Чего вы привезли? Да. Говорили? Да, во-первых, она дорогая была, во-вторых, их нигде не было, мы выписывали за границей. Ага. Вот видите, вот картошка у нас лежит. Воду не важно, тоже капельную систему поливаем. Вот это капельный полив, который 20 лет назад появился, да? Да, 20 лет, да. Но часто его массово производят и массово Да, у нас применяют. производится часто, у нас в Краснодаре производится, она на Москве производит, так что. Но все равно качество у нас не очень хорошее. Ну, а в чем это сопровождается? Засоряется шланги? Да, сам засоряется. Вот. А импортная, она как бы можно использовать, здесь на даче используется, она может 3-4 года пользоваться. А, то есть многоразовая такая штука. Да, А российские пока только на один раз, да, так да, понимаю? на один раз. Ну и цена, правда, разная, да? Да, цена и разная. А вот эта капуста, это тоже урожай сняли уже, да? Нет, это капуста урожай, еще, наверное, не завяла. Ага. Ага, она где-то в августе, не в августе, а где-то в сентябре только завянет. Это поздняя капуста. Ну я смотрю, вот там тоже теплица. Это все как бы с ваших рук? Не понимаю я. Это да, это наше все. Вашего? Ага. Там огурцы выращивают, и помидоры выращивают. А вот этот древний способ чучела, это уже как бы все, ворон много, что ли? Или что? Да, вороны много. Вороны клюют, знаете, вороны сейчас. Раньше здесь вороны не знали, что такое арбуз. Ага. Ага. А теперь уже попробовали и уже арбузы клюют. И дыни, да, и И капусту. дыни клюют, и капусту клюют, Наверное, только не клюют эту кукурузу, да? и кукурузу клюют. Но кукурузу, Ага. когда они созреют, Ага. они начинают семена клевать. Так, то есть к хорошему все быстро привыкают, я Да, так понимаю, да, и да, к да, вкусному. да. Так что, дорогие зрители, вы тоже привыкайте, приезжайте на сельхозярмарку Григория М. Я вам серьезно говорю, вот эта продукция, вот она здесь выращивается. Ну и на каждом рынке вы можете и поторговаться. Так что ваше желание, как говорится, в ваших руках. До свидания. Мы были с Григорием М.